Всем привет! Сегодня мы в гостях у человека, который занимается не просто бизнесом, а отшивает одежду, создает рабочие места и вдохновляет начинающих предпринимателей и предпринимательниц. На самом деле она прошла большой путь от частно-государственного предприятия до полного перехода к частному сектору, и прямо сейчас при поддержке Европейского банка реконструкции и развития она разрабатывает бизнес-план по расширению своего производства. С чего все начиналось, где черпать идеи для вдохновения и, самое главное, как выглядит производство одежды изнутри. Сегодня мы об этом не просто поговорим, а увидим все своими глазами. Итак, сегодня мы в гостях у директора и учредителя Шахло и Ватан, Шахло Ватановой. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Дарья. Очень рада быть у вас здесь, в вашем цеху. Здесь на самом деле очень прекрасно. Добро пожаловать. Это наша обитель, где мы творим чудеса, работаем и почти весь день своей жизни проводим вот здесь. На самом деле, прямо сейчас Шахло Ватанова разрабатывает бизнес-план при поддержке Европейского банка реконструкции и развития для того, чтобы расширить и масштабировать свой бизнес. И сегодня мы не просто поговорим о том, каково это создавать спецодежду в частности, но и увидим все своими глазами. Я надеюсь, у нас будет такая возможность. Но начнем мы с того, что, Шахло, вы все-таки обучались в сфере конструирования, моделирования одежды, и вы могли запросто стать отличной швеей или модельером, но выбрали другой путь. Вы решили объединить множество мастериц для того, чтобы создавать потрясающую одежду. Откуда вообще эта идея появилась и что сподвигло вас сделать этот шаг? Дело в том, что, да, как вы и сказали, я закончила технологический вуз в Украине. Это очень хорошая школа. И я занималась индивидуальным предпринимательством, на дому шила одежду. Была домохозяйка. У меня были маленькие дети. И потом, когда дети выросли, я вышла на работу в государственное предприятие и заведовала народными ремеслами. То есть мы шили одежду с элементами народных ремесел. И когда в моем государственном предприятии работа не пошла, несмотря на тот объем знаний, которым я владела, работа не шла, я обратилась к Европейскому банку реконструкции и развития в поисках информации. Мне не нужны были финансы, мне нужна была информация, узнать, почему же я такая рукодельница, мастерица на все руки и не могу работать, не могу получать прибыль, не могу строить бизнес. Европейский банк предложил мне стать на исключительных таких условиях, как директор государственного предприятия. Я стала участницей менторинга для женщин-предпринимателей. По окончании 9 месяцев обучения в этой программе я была переубеждена своим ментором, то есть куратором своим, Рахмат Юсуповичем, что несмотря на то, что я так и жаловалась, я говорила, вы знаете, я могу шить все, и флаги, и одежду, и я все могу шить. И почему-то я не знаю, как мне работать. То есть не получается, и все. И ментор сказал, мне нужно выбрать один путь. То есть выбери то направление, которое для тебя будет единственным. И если даже к тебе придут с другими предложениями, не бери. Бери только вот этот свой спец. Я долго думала, как раз тогда вышло положение государственное о том, что каждая профессия должна быть одета в свою униформу. То есть униформа стала модной на тот момент, и почти все стали заказывать спецодежду. И мне пришла идея, все-таки спецодежда для рабочих, для людей, которые строят экономику нашей страны, настолько некрасивая, настолько люди не гордятся, они все время стесняются, что я работаю рабочим на той стройке, ой, чтобы никто не знал ничего. Почему нельзя шить такую одежду, чтобы она была и в эксплуатации удобна, и чтобы он мог в ней на улице ходить и гордиться своим корпоративным стилем? И тогда мне пришла идея, что выберу в качестве направление спецодежду. Во время программы Европейского банка реконструкции и развития менторинг для женщин-предпринимателей, очень интересной программы, настолько интересной своими тренингами, семинарами, советами от коучей, от менторов других проектов. И она помогла мне сделать первый показ спецодежды мужской
в гостинице «Хилтон». Когда это На было? 6-месячном этапе этого проекта. Я сделала этот показ моделей, но это было вау. У нас никогда не было показа. Красивые парни одевали одежду, пытались еще как-то экспромтом показывать какие-то движения, которые они делают на стройке, вплоть до того, что пожарный кран открывали. Пытались там что-то сделать. Ну, в общем, это было очень красиво. И я поняла, что это мой спец, и он дает мне эмоции. И я стала создавать одежду. Я пришла из индивидуального пошива в массовый пошив. Почему? Потому что, когда я работала в государственном унитарном предприятии, там стояла одна из важнейших социальных задач – это создание рабочих мест. И при создании рабочих мест я поняла, что одной шить хорошо, да, но это маленький достаток. Мы же все равно нацелены на получение прибыли, так как строим бизнес. А если этих девушек будет много, то есть они смогут и свою семью содержать, и плюс еще давать прибыль нашему предприятию. И тогда я осознала это массовое производство. И поверьте мне, процесс, когда на начальном этапе ты строишь бизнес, в первую очередь важно визуализировать. Вот этой визуализации меня обучил Европейский банк на курсах лидерства, которые были с коучами из Армении. Это были такие... Я от всех курсов, которые делает Европейский банк, я всегда от них без ума. Почему? Потому что такую большую информацию, такую обзорную, такую тему предлагают, всегда актуальную именно для женщин. Вот именно вот это ответвление, что именно менторинг для женщин, консультации для малого среднего бизнеса, они нацелены на то, чтобы создать женщинам такие условия, где они могут и обучаться, и работать, и причем применять полученные знания. И когда я визуализировала себя через 5 лет, я поняла, что количество швейных машин нужно увеличивать, и количество сотрудников нужно увеличивать. Конечно, были проблемы с утечкой кадров. Я очень эмоциональный человек, я очень дружелюбный. Я все время строю какие-то коммуникации со своими сотрудниками. Помимо работы, я пытаюсь их как-то поддерживать и в частной жизни. И когда каждый из них уходит по тем или иным причинам, мне такое ощущение, что я члена своей семьи теряю. И я постоянно очень расстраивалась, где-то плакала после каждого ухода моего сотрудника. И когда я прошла вот эти лидерские курсы, я поняла, что они уходят в лучший мир, они идут там, где им комфортно, и на их место обязательно придут те люди, которые будут мне более нужны, чем те, которые ушли. Я стала к утечке кадров относиться спокойно. То есть психологическая Да, и составляющая. продолжать дружить даже после того, когда они уходят. То есть это все курсы. Для женщин очень тяжело строить бизнес, когда ты не уверена. Первый недостаток, который испытывает женщина, первая проблему, которую испытывает женщина при создании бизнеса, это неуверенность. А смогу ли я, а будет ли, не будет каких-то помех? Вдруг я столкнусь с какими-то рисками, вдруг я не потяну, вдруг меня кто-то бросит, вдруг меня кто-то не поддержит. Вот эта уверенность, она приходит с опытом, а опыт нам дает информация. Прохождение тех же курсов, которые представляет нам Европейский банк реконструкции и развития, тренингов, информационная безопасность, коммуникационные способности развивает. Огромное количество курсов, которые я прошла от этого банка. Один из видов нашей продукции – это ДТФ-нанесение. ДТФ-нанесение – это самое модное нанесение сегодня. Он может дать многоцветовую окраску, легко наносится и гарантируется до года, до 2 лет ношения. Также мы используем такие бумаги, как пуф. Различные виды бумаги термотрансферного нанесения. PVC, видите, глиттерные бумаги у нас есть, металлические бумаги есть, хамелеон бумаги есть, голографические. Для спортивной одежды у нас есть карбоновые нанесения. В данном случае мы взяли флисовую куртку и на флисовую куртку нанесли логотип из бумаги пуф. То есть
текстура ткани и текстура бумаги винила дала нам вот такой эффект. И Азия Плюс у нас получился вот с таким рисунком, как каракулевый. От образования на самом деле много зависит, и хотелось бы в этой связи узнать, вот те девушки-мастерицы или мастера, которые приходят к вам, они уже обладают всеми способностями, которые вам нужны при производстве, или вы их тоже обучаете? Я их обучаю. Почему? Потому что когда-то эта проблема была на первом плане. Когда меня впервые, когда я вышла из дома, я была домохозяйкой, и когда я впервые вышла из дома, меня поддержала государственная программа, которые дали мне возможность открыть первый свой бизнес. И я впервые открыла то, что я могла. Я преподаватель, я преподаю конструирование, моделирование. Я работаю из своего опыта, я создаю методику обучения даже женщин с 5-классным образованием. То есть это вот та актуальная проблема, где женщины у нас, почему они домохозяйки? Потому что не хватает образования выйти на работу. И то, что я умела преподавать, у меня это хорошо получается. Находить коммуникации. Я создала первый, при поддержке государства, хукумата города, я создала первый учебный центр, он так и назывался, учебно-производственный центр Шахлой Ватан. И когда я создала учебный центр, 300 человек обучив, я поняла, что мои знания им даются легко, они хорошо обучаются благодаря упрощенной методике. И вот эта упрощенная методика работает, когда я принимаю на работу. Это одна из фишек в текстильном производстве, сначала обучать свои кадры, а потом уже ставить на производство. Либо обучать на самом же производстве, потому что готовых кадров, специалистов у нас нет. В силу многих социальных причин многие люди уезжают, и мы в одночасье лишились всех хороших кадров, и потом швейная профессия не всегда настолько престижна, как профессия банкира или как профессия журналиста или еще какая-то. Хотя, если посмотреть на результат работы, там такая красота. Все хотят одеваться, и каждый из них на досуге хочет, ой, хочу научиться шить для себя, но это же целая профессия, и там очень много азов, много очень навыков, много секретов, и узнав их все, ты, может, и не уйдешь из швейной отрасли. Я обучала много женщин, когда впервые создала учебный центр, приходят женщины с большой историей, заканчивали вуз на технологов, на экономистов, на банкиров, и всегда лелеяли надежду, что когда-то они обучатся швейному. Учились в вузе, потому что мама хотела, папа или муж. Не просил, собственное да. желание. И все-таки они пришли к тому, но уже в среднем возрасте они пришли к тому, что нужно обучиться. И у меня очень много было взрослых женщин, не реализованных в этом мире, так, как они хотели. Душевно у них оставалась эта мечта, которую они потом реализовали быстро, за 3-4 месяца у меня на учебных курсах. Но это такая методика быстрого обучения. Экспресс-тур такой своеобразный. Да. А сколько вам потребовалось времени для того, чтобы понять, что все, я уже могу назвать себя на самом деле предпринимателем, и мне сейчас уже дается все достаточно легко? Предпринимателем я себя, можно сказать, до сих пор не ощущаю, потому что все это идет из детства. Мои родители, они всегда работали в силовых структурах, и папа, и мама, и в нашей семье с предпринимательством боролись. То есть вы знаете, что это такое. Вот, предпринимательство раньше называлось совсем плохим словом, совсем другим словом. И, конечно же, предпринимательства у нас в семье не было. Вот. Когда я поняла, что за то, что я делаю, платят деньги, и хорошие деньги, тогда я поняла, что получение прибыли – это один из ключевых факторов создания бизнеса. И когда я же все время занималась искусством, творчеством, я творю красивую одежду, я получаю больше удовлетворения от моральных эмоций самого клиента. Когда ко мне приходит директор строительной компании, он никогда не думал, что корпоративный стиль – это его гордость, что он может этим гордиться, что он может гордиться своими рабочими. Его всегда интересовало получение прибыли, как один из факторов бизнеса. И когда он приходит, и когда я ему объясняю, презентую одежду, что это твой бренд, это твое лицо, что ты можешь гордиться своим стилем, тебя будут узнавать клиенты издалека, тобой гордится Родина. Он понимает, что пришел к специалисту, он говорит, откуда вы взялись? Я теперь так горжусь тем, что я произвожу какие-то деревянные, например,
полы или какие-то пластиковые стены, да. То есть нужно объяснить человеку, что его бизнес и наш бизнес, мы можем коллаборировать, и мы можем друг друга дополнять, и я сделаю именно то, что он хочет. Зрительно эмоции, получать эмоции от своего бизнеса не менее важно, чем деньги. Вот я делаю, и вот я творю одежду красивую, это искусство тоже. На самом деле это большой пласт творчества, и здесь, наверное, всегда нужно как-то балансировать между творческой составляющей и бизнес-сферой. Вот вы как находите точки соприкосновения? Я, можно сказать, занимаюсь искусством бизнеса. То есть я коллаборирую искусство и бизнес, занимаюсь искусством бизнеса. Я создаю красивую одежду, которая дает эмоции и клиенту, и его сотрудникам, и всем его корпоративным штатным сотрудникам. Одевая одежду, они гордятся, они понимают, что в нашей республике есть такая социальная задача сделать униформу красивой, и они являются участниками этого проекта. И вообще я могу каждый вид своей одежды красиво презентовать, потому что я люблю эту профессию. Шить я училась вот со школы, и когда я уехала на Украину, хотя я хотела стать силовиком, как мои родители, когда я уехала на Украину, я поняла, что вот это мое женское начало, создавать одежду, красиво одеваться, выделяться среди других людей, оно может мне помочь создавать красивые вещи. И я стала понимать, визуализировать, и я доучилась. За 5 лет я обучилась этому искусству. Когда я приехала, я поняла, что моя работа ценится. Я набирала людей, я шила дома, я занималась воспитанием детей. Мои дети сейчас, видя, как я шью, говорят: мам, ты не устала? Как можно от любимой работы устать? Я обожаю свою работу. Я когда создавала в проекте менторинг рабочую одежду, я днями и ночами думала, как он ест. Я вошла в кожу этого рабочего, и я сидела, думала, вот я рабочий, как я встаю, как я одеваюсь, как я ем, как я на работе ем, не всегда ли мне удается, где-то я сажаю пятна на одежду, какой должна быть одежда, отталкивать ли пятна, удобно ли, функционально. Когда я вам презентовала одежду, я вам говорила, что есть анатомические наколенники, о которых многие люди даже не знают, но тому же рабочему неудобно на 9 этаже задирать брюки, садиться для того, чтобы какой-то каркас или планку поднять. И не факт, что он когда сядет, потратит время на поднятие брюк, да, на поднятие в области колена, эта планка может упасть. То есть какие-то доли секунды могут его защитить. И вот эти анатомические наколенники, они созданы для того, чтобы человек в эксплуатации ему было очень удобно. И таких деталей очень много в одежде. И я, когда им презентую, все хотят ее заказать. Вот все говорят, вот точно, вот это я хочу. Вы очень щепетильно относитесь к каждой детали. Когда вы показываете одежду, рассказываете про небольшие даже нюансы, у вас глаза загораются, и видно, что вы правда этим живете. Насколько вы требовательны к своим мастерам, если они вдруг что-то решили обойти стороной или забыли какой-то элемент, вы все-таки дотошно проверяете каждое изделие и смотрите, чтобы оно все соответствовало вот тем стандартам, которых вы придерживаетесь? На нашем производстве есть такая, так как я давно этим занимаюсь, я уже знаю, я ведь сама раньше шила, то есть то, что они делают, делала когда-то я, на дому делала. И поэтому я всегда вхожу, я всегда ставлю себя на их места. Дело в том, что у каждого производства есть свои секреты. Вот я одним из них поделиться могу, но все остальные секреты это то, что я нажила опытом и то, что делает привлекательным мое производство. Дело в том, что у нас отдел технического контроля не только в конце, он у нас идет на каждом этапе производства. То есть, когда портниха, например, обрабатывает борта куртки, на этом этапе есть уже контроль. И она не может испорченный борт отдать уже другой портнихе, потому что она уже это контролирует. И вот этот поэтапный контроль позволяет нам в конце полностью изделие доверить и не делать общий контроль. То есть не тратить столько времени
И всегда я доверяю им, потому что я прохожу на этом этапе и проверяю, смотрю поэтапно, правильно они делают или нет. И в конце я просто доверительно говорю, я уверена, что ты сделала все правильно. И это дает им тоже какой-то стимул, да, и какую-то уверенность в том, что им доверяют. Это делегирование, так сказать, на каком-то этапе обязанности руководителя. Когда человек слышит это слово «спецодежда», скорее всего, он представит какой-то комбинезон, рабочую куртку и, собственно, все. Но у вас ассортимент достаточно широк. Можете немного о нем рассказать? Что именно вы сейчас отшиваете? Дело в том, что мы шьем спецодежду для всех отраслей, но в данном случае несколько лет назад мы стали работать с такой огромной компанией, как, например, Coca-Cola, и она, конечно же, диверсифицировала нашу продукцию. То есть мы добавили некоторые виды одежды. Это была текстильная, трикотажная продукция. То есть это были майки, худи, шоперы. Кроме этого еще есть и другая полиграфическая продукция. И все это мы внесли. И когда мы сейчас шьем спецодежду, если мы, к нам приходили 30% клиента, я имею в виду от общего числа, да, нами, потенциальных наших клиентов, сейчас у нас 80% потенциальных клиентов. Почему? Потому что мы добавили такую фишку, как нанесение логотипов и с помощью вышивки, и с помощью винила, то есть термотрансферного нанесения. То есть, внося какие-то инновационные добавления в производство, диверсифицируя продукцию, мы получаем большее количество клиентов. Клиенту неудобно заказать спецодежду у меня, а везти куда-то делать логотип. А есть логотипы, которые делаются на начальном этапе. То есть он должен мой крой отвезти куда-то, чтобы сделать, потом вернуть. Это очень неудобно. И вот, внеся такие фишки, мы получили большое количество клиентов. Вот вы говорите, где инновации в одежде? Если мы сегодня сделаем нашу зимнюю спецодежду с отстегивающимися рукавами, то мы получим модную жилетку, которую сейчас так очень любят носить молодежь. Жилетки без рукавов. То есть в любое время года вы можете использовать эту деталь. То есть и подкладочку также. Сегодня, изучив уже рынок, мы обобщили и сделали спецодежду с огромным количеством функциональных деталей. То есть вот в этой одежде огромное количество карманов, и внутренних, и внешних, и боковых карманов. И сделав их несколько расцветок, мы также подумали и про брюки. На брюках, например, на всех брючных изделиях мы сделали анатомические наколенники. Вот здесь однослойные анатомические наколенники. Если посмотреть на эти брюки сбоку, то создается вид выпуклого колена. Это вот компания Zeppelin Cut. Она у нас заказывала. Заказывала у нас компания Медсервис с отстегивающимся воротником, также зимняя одежда. Компания Кнауф шьет огромное количество жилетов. Каждую жилетку можно рассказывать бесконечно, как они красивые. Мы шьем спецодежду для всех. Это строители, это монтажники, это электрики. Каждая одежда имеет сертификат качества. Мы работаем тесно с госстандартом. Лаборатория, которая проверяет наши ткани, наши функциональные детали. И наша ткань мы чаще всего используем с какими-то, например, добавлениями, как вам сказать, например, данная одежда для электриков, она не должна электризоваться. Одежда, например, для автозаправок на 50% отталкивает воду и отталкивает масло. То есть вот это все мы презентуем, и чаще всего приходят инженера этих компаний или по технике безопасности, которые потом после меня говорят, я пошел еще дочитал пару статей, о которых вы говорили, но я не знал такие требования к нашей одежде. И я понял, что вы знаете о нашей одежде больше, чем мы сами о ней знаем. Хорика – это гостиничный бизнес, это ресторанный бизнес. Сейчас заказывают у нас огромное количество продукции. Это фартуки, это специализированные фартуки, где функциональные детали помогают там уже официанту иметь чек-лист, иметь телефон, иметь там кассовый аппарат, что-то еще, да, какие-то детали, которые им нужны. Естественно, мы официантов одеваем, мы одеваем сотрудников гостиниц. Мы иногда шьем еще и постельное белье для них. И оно тоже у нас имеет какую-то фишку, обладает. То есть у каждой нашей одежды есть какой-то бонус, есть какая-то красивая история. И вот ее поэтому и заказывают нам. Из всех клиентов, которые уходили, 1-2
уходили только потому, что была в приоритете цена. И то я считаю, что чем больше мы шьем, тем меньше мы снижаем цену. У нас есть заказчики, которые 3 года назад заказывали у нас одежду, и сегодня заказав, они будут заказывать по той же цене, что и 3 года назад. То есть вот эта стабильность, постоянная ценовая политика их тоже устраивает. То есть получается, когда к вам обращается новый клиент, а вы с этой сферой, например, еще не работали, вы сначала тщательно изучаете весь этот пласт работы, то есть какой карман, где ему понадобится, где ему нужен глоток свежего воздуха, и только после этого приступаете к конструированию? Да, я же вам говорю, что я жизнью живу каждого сотрудника, который ко мне заказывает одежду. Я внимательно смотрю, потому что это тот фидбэк, который он получит от меня бесплатно. То есть я ему говорю, какой бы я хотела видеть его одежду. Я клиент магазина, я прихожу, я хочу, чтобы официант был, хочу, чтобы продавец был одет так, консультант был одет так, как мы видим. А так как мы все-таки мудрые уже стали с опытом, мы в возрасте, мы все это видели, в другие страны ездили, конечно же, они говорят, здорово, а я не знал, что наша одежда может еще и так выглядеть. А попробуйте. А если не понравится, мы переделаем. А если не понравится, мы еще и добавим. То есть есть такие бонусы, все вот эти бонусы, лояльность, вот эта работа с клиентами, всему нас обучал Европейский банк. Это здорово, но вы в первую очередь, получается, креатор. То есть вы создаете, вы стремитесь к эстетике, к красоте, но предпринимательская сфера, она требует какой-то большей жесткости, возможно, занимает много времени, какая-то бумажная работа. Вот в какой процентовке примерно, да, если человек сейчас тоже хочет заняться любимым делом, но именно с точки зрения предпринимательства, какой примерно процент времени все-таки будет уходить не на искусство и не на креатив? Но дело в том, что для таких... Когда-то бумажной работой занималась я сама, а сейчас у меня занимается этим юрист и главный бухгалтер. Дело в том, что даже юриста и главного бухгалтера все равно иногда нужно контролировать. Потому что если бы у меня не было этих знаний, я, может быть, и не контролировала бы. Но это становится интереснее и им самим, когда они знают, что их работу могут проверить. Когда ты работаешь и знаешь, что это никому не интересно, и ты можешь ее выполнить лишь бы как бы, то, конечно же, нету инноваций, нету креатива, нету ничего интересного, стимула нет. А мы, например, с юристом вместе работаем, мы обсуждаем, как это сделать лучше, с бухгалтером. Бухгалтеру я постоянно даю советы, как это сделать в соответствии с положениями, с налогами, с законом. То есть мы постоянно все это обсуждаем. Я все равно контролирую на любом этапе каждого сотрудника. Но это в условиях малого бизнеса. Это очень сложно. Получается, что в день часа 2-3 у меня уходит только на бумажную работу. Но я в будущем, конечно же, надеюсь, что я буду заниматься стратегией развития бизнеса, а всем остальным будут заниматься другие сотрудники. Уже полное делегирование. Полное. Вы вот сейчас сказали про инновации. И насколько часто вы вообще прибегаете к ним, когда вы создаете какую-то новую одежду? Может быть, новые ткани, новые фактуры? Но это же идея. Ты когда видишь ткань, если у тебя хорошо развита визуализация, ты тут же, это же моделирование. Я вижу одежду, я знаю, что там нужно улучшить. Это вкус внутри, это чувство стиля, это чувство красоты, это искусство. То, чему я обучалась сегодня в массовом производстве, позволяет мне отделяться от других и быть более яркой, чем другие. В этом моя фишка. Моя ценность в том, что я создаю красивую одежду. Все создают одежду, но я создаю красивую одежду для рабочих, так, чтобы он гордился. Ну вот это у меня в образовании. Я могу любого человека посмотреть, как он одет, и сказать, что можно улучшить, что можно создать. В той же рабочей одежде иногда предлагают такие неадекватные ткани. Вы сегодня видели флисовые куртки. Их, например, никогда никто не использует. Но когда мы их нашли и предложили, они сказали, так, отличная альтернатива обычным джинсовым курткам, которые мы носили раньше. И в ней можно проходить всю зиму. А джинсовая куртка, она хэбэшная, да, она гигиеничными этими свойствами обладает, но она не теплозащитна. А у вас оно подходит нам больше. То есть я нахожу на рынке, наши поставщики приносят мне всегда интересные ткани, те, которые у них не идут. И говорят, вот эта ткань не идет, может быть, вы что-нибудь создадите, и все будут покупать. Да, я создаю. Я из индивидуального производства привезла в массовое то, что я шью новые образцы.
Я создаю новый образец и смотрю на реакцию моих клиентов, как они на него отреагируют. Если они говорят, да, хорошо, я, кстати, очень люблю собирать фидбэк. Каждый мой клиент, получив одежду от меня, получает видеообзор создания своей продукции, рекламу его продукции и должен одеть на ком-то, и обязательно он должен мне делать фидбэк и сказать обратную связь. Нам понравилось, как они одевают, какие глаза у рабочих, как они его благодарят. Вот это все нам нужно, потому что без эмоций я не могу. Вот в этом моя фишка. При поддержке Европейского банка реконструкции и развития вы прямо сейчас как раз находитесь на том этапе, когда пытаетесь масштабировать свое производство. Как проходит этот процесс? Увеличивая свое производство, то есть при увеличении количества клиентов, естественно, мой масштаб уже не подходит, и мне нужно масштабировать свой бизнес. Мне пришла идея создания фабрики на большее количество рабочих мест. Также я не знала, как начать строить, но из-за того, что у меня было очень много информации о том, что начинать нужно профессионально, я обратилась в программу консультаций для малого и среднего бизнеса и заказала бизнес-план. Изначально правильный, технический, профессиональным подходом создания профессионального бизнес-плана для текстильной фабрики на 72 человека. Допустим. А сейчас у вас работает сколько человек? Сейчас у меня работает всего 12 человек, вот, но это на этом этапе. Этот этап длится всего лишь недолго, год. До этого был совсем другой масштаб. Поэтому я, проходя каждый раз этап, у меня всегда остается мечта создать профессиональную фабрику. Потому что я очень много посетила фабрик по стадий-турам от UNDP, от других ITC, то есть программы, которые помогали нам обучаться на других фабриках текстильному производству. И я понимала, что ездив туда, мы понимаем, там так много людей, там они так правильно шьют одежду. Когда же мы до этого дойдем? Те знания, которыми я обладаю, вполне возможно руководить большой фабрикой, и причем она будет профессиональной. И сейчас на этапе бизнес-плана я получила огромное количество информации от экспертов. Это эксперты Ахкомиса Ришта, эксперты, которых я выбрала, профессионалы на высшем уровне, те, которые полностью со мной объездили много стран и занимаются именно текстилем. То есть и здесь меня Европейский банк обучил, чтобы я смогла из 6 экспертов выбрать именно тех профессионалов, чтобы я почувствовала, чтобы я могла оценить по каким-то критериям, качествам. Я постоянно у них обучаюсь. Я не устаю говорить, что это такая плановая методика для обучения женщин. И когда эксперты приезжали ко мне на предприятие, мы проводили финансовые отчеты, проводили вот эту финансовую часть, разрабатывали. Я получила столько информации от самих экспертов. Сейчас, получив бизнес-план, я такая умная стала в этом плане. И когда мне один из экспертов, я сказала, ой, я смогу и вот эту профессию еще дополнительно изучить, вот эту, мне так интересно, это же на фабрике много новых профессий. И он говорит, вы знаете, Шахло, я думаю, что вы очень хороший руководитель, но все-таки вам надо заниматься изучением, стратегией, развитием предприятия, все остальное буду делегировать. Это моя мечта, наконец-то я услышала, наконец-то я буду заниматься тем, что у меня хорошо получается. Вплоть до того, что можно даже поиском клиентов заниматься на первом этапе, продажами и всем остальным. То, что я могу сделать. А производством будут заниматься специалисты. И я очень рада, что бизнес-план наконец-то уже получен, вот, и мы на стадии того, что сейчас реконструируем свою фабрику, будем закупать оборудование и будем запускать свое производство. Я хочу, чтобы тот огонек, который у вас сейчас горит в глазах, всегда горел и у ваших сотрудников, и у клиентов после того, как они увидят ту продукцию, которую вы им изготовили. В преддверии Международного женского дня и Дня матери хочу поздравить вас с праздником, пожелать вам только успехов, того расширения, о котором вы сейчас думаете, на которое рассчитываете, но и всех наших зрителей тоже с наступающим праздником. Эта серия подкастов подготовлена при поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития «Консультации для малого бизнеса».